Құрметті әріптестер, уважаемые коллеги, бүгінгі күні бізде жол құрылыс процесіне басты қатысушылар мердігер мен тапсырыс беруші арасындағы туындайтын өзекті сұрақтарды пысықтауға жиналдық. Ең алдымен барлықтарыңызды тығыз жұмыс кестелеріңізге қарамастан уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі бағдарламаға қатысып жатқандарыңызға өз атынан және Қазавтожол мекемесінің атынан алғысымды білдіргім келеді. Сегодня мы планируем внести на обсуждение между представителями заказчика, подрядчика следующие вопросы. Первый вопрос – договор подряда, качество работы и своевременное завершение работ. Второй вопрос – социально-экономические аспекты автодорожных проектов. Обозначенные вопросы выбраны непросто. Качественное и своевременное выполнение работ по проекту зависит от ответственного, добросовестного подхода как и со стороны подрядчика и со стороны заказчика, который должен передать подрядчику участку дороги, необходимую проектную документацию, чертежи, согласования и технические условия. В результате работу принимает заказчик. Если в процессе эксплуатации дороги проявляет какие-либо дефекты, то все нарекания и замечания поступают именно в адрес заказчика. Вместе с тем, ответственный подрядчик также должен заинтересован в качественном выполнении работы. Это его деловая репутация и его ответственность. Довольно часто при выполнении работ подрядчики упрощают подход к соблюдению тех или иных строительных правил и норм. В отдельных случаях это недопустимо и влечет каких-либо негативных последствий для проекта, а связано с применением новых технологий, материалов при производстве работ. А есть вопросы, в которых даже незначительное отступление от технологий нормы недопустимо влекут серьезные последствия. Кроме того, существуют вопросы и ситуации, когда стороны по договору не проявляют должной добросовестности, как прописано в гражданском законодательстве. В результате чего реализация проекта может зависнуть в воздухе на неопределенный срок. На самом деле, проблемы, с которыми сталкиваются стороны при реализации проекта, достаточно много. Какие-то проблемы встречаются часто, какие-то являются уникальными. Касательно второго вопроса, это социально-экономический аспект автодорожных, хотел бы отметить, что в последнее время увеличилось количество обращений граждан, предпринимателей в связи с неудовлетворительными условиями договорных отношений с подрядными организациями. Мы прекрасно понимаем, что главной целью строительства и реконструкции автодорог является создание своевременной и комфортной транспортной инфраструктуры для населения и транзита грузов и развития перевозок. При этом при процессе строительства вовлекаются местные население, компании и предприниматели. Здесь тоже имеется целый пласт вопросов по организации взаимодействия с местными исполнительными органами. Создание условий для проживания производственной базы и организация питания, своевременная выплата, заработной платы и другие. Перед началом дебатов разрешите представить участников друг друга, а также ознакомить всех с регламентом выступления. Заказчика представляет директор Костанайского областного филиала Казавтожол Горват Андрей Михайлович. Заместитель директора департамента ОНК Казавтожол Айтбаев Булатбек Купланбекович. Со стороны подрядчика представляет генеральный директор Биоконстракшн Рахим Дархан Самарханович. Директор ТО Казавдорстрой Қасымов Рустам Атакузиевич. Ал енді командаларды жарасөзді ережелермен таныстырып өткім келеді. Біріншіден, командаларды пысықтауға қойылған сұрақтарға қатысты өз пікірлеріңізді білдіріп, негіздеуге 10 минут уақыт беріледі. Сөз алған тарапты сөз бөлуге тыйым салынады. Туындаған сұрақтарға сөз алдында адам өз ойын жеткізуді аяқтаған соң қоюға рұқсат етіледі. Екіншіден, командалар жарысөз бір-біріне әдептілік және сыпайылық таратуды сұраймын. Егер барлық ережелер түсінікті болса, мы бастаймыз бүгінгі жұмысты. Бірінші сұрақтарға талқыға кірсек, сөз кезегі слово предоставляется подрядчикам. Давайте, Дархан Самарханович. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за то, что вновь на этой площадке мы здесь собираемся. Да, мы видим, как национальная компания идет к открытому диалогу и хочет обсуждать все те проблемы, которые сейчас не только у подрядчиков, но, наверное, в целом у общества в стране это есть. Мы положительно оценили изменения в правилах закупок, где были применены антидемпинг. Да? Но этот круг, наверное, нужно сужать, потому что объекты большие, много инвестиций государство вкладывает, ну и, соответственно, по срокам реализации тоже это не 1 и даже не 2 года строительства, в которое нужно реализовывать. Поэтому, ну, по моему мнению, здесь вот именно, чтобы качественно к этому подходить, ну, любому бизнесу, как бизнесу, если бизнес видит перспективу на 5-10 лет вперед, он, соответственно, вкладывает
в себя какие-то инвестиции, то есть капитализируется, обучает персонал, применяет какие-то новые технологии, видя ту перспективу, которую есть. Ну, к сожалению, на сегодняшний день у нас ситуация, наверное, кардинально другая, да, практически по всем контрактам постоянно идут какие-либо судебные тяжбы, материалы растут, цена твердая. И вот в этом отношении подрядные организации не вписываются в те расценки, которые сейчас есть. Ну и как вот до этого, когда у нас дебаты были с проектировщиками, это вот старая проектно-сметная документация, это тоже вот откладывает тот отпечаток и в плане технических каких-то проектных решений, да, когда могут за этот период уже поменяться какие-то технические условия, как вот на одном из наших участков вот по Кустанайской области. Ну и, соответственно, те расценки, которые заложены. Ну, если вкратце, то так. Да, я тоже хочу тут добавить. Дархан Самарханович очень хорошо подчеркнул, что действительно такой диалог, он действительно уже необходим. Почему в последнее время вот вопрос поднимается по закупкам, по контрактам, по тендерам, где любой подрядчик, средний, малый или большой, если он выиграл проект, обязательно вся ответственность ложится на подрядчике. Только на подрядчике. У нас до подрядчика у нас проходит несколько стадий, все знают, это изыскание, проектирование, госэкспертиза, одобрение заказчиком, и только после этого выходит это все на тендер. Но при этом, когда тендер выигрывается, всю ответственность несет только несет подрядчик. Любая какая-то малейшее отклонение вправо или влево считается тут же сразу у нас судебные какие-то процессы, судебные какие-то издержки идут. То есть вот такой диалог, он сейчас необходим, он нужен. Почему? Потому что, как Дархан Самарханович подчеркнул, любой подрядчик – это бизнес. Бизнес, он хочет заработать денег. Для этого, все мировые державы на этом все держатся. Это нормальный ход истории, явления какого-то, что люди хотят работать и зарабатывать. 1 километр дороги построенный, он привлекает 4 человека будут работать на 1 километре дороги. То есть это инфраструктура, это какие-то обслуживания, это какое-то бытовые услуги, ну и все такое прочее. Сейчас у нас получается так, что любой подрядчик, который выигрывает тендер, он отвечает буквально за все. За землю, за цены, за мероприятия по обеспечению безопасности. И это только, наверное, самая малая часть той ответственности, которая лежит на подрядчике. При этом нужно развивать самого подрядчика еще дальше, а для этого нужны какие-то средства. То есть сейчас, когда мы заключаем тендер, любой тендер, большой, это там, 10 миллиардов или маленький на 2 миллиарда тенге, там, на 500 миллионов тенге, мы берем на себя ответственность. И все, что какую-то ошибку допустил на стадии изыскания, на стадии проектирования, несет на себе подрядчик. Тут далеко ходить не будем, даже заказчик никогда нам не помогает. И это все прекрасно этом знают. Если заказчик помогает, мы обязательно идем через суд. Почему? Потому что у заказчика нету никаких оснований, полномочий, какой-то принять решение. Заказчик не может принимать решение, не может брать на себя ответственность. Да, какую-то ответственность он берет, но при этом, если он где-то взял ответственность, при этом он где-то у нас забирает что-то, какую-то часть. То есть нужно вводить какие-то уже такие полномочия, делегирование полномочий, или вносить какие-то изменения в систему наших контрактов, наших договоров, что на стадии где-то изменения, на стадии каких-то проблем или ошибок заказчик может внести какую-то нормальную корректировку без судебных издержек, без каких-то дальнейших процедур затягивания контракта. Вот здесь тоже вопрос очень такой большой стоит, который не решается уже, наверное, с начала нулевых годов. Вот это такой вот большой вопрос, который, думаю, необходимо, на этой площадке, может быть, мы и что-то, какие-то лепты внесем. Вот мое такое слово. Тогда ответ Болатбек Куланбекович, вам слово предоставляется. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер, құрметті көрермендер. Енді рұқсат болса, мен өзім мәлімдемемді орыс тілінде беруін қалаймын. Енді қазір көптеген мәселелер туындап жатыр. Мына өзіміздің бас мердігерлеріміз бірталай мәселелерді ашып көрсетіп жатыр. Оған енді жауап беруіңіздерді сұраймын.
Здесь, конечно, еще раз хочется сказать, что да, действительно такая площадка нужна. Она необходима не только для того, чтобы мы могли обсуждать с вами эти вопросы, насущные вопросы нашей отрасли, но чтобы и граждане страны, в том числе и пользователи автомобильных дорог, могли понимать, с какими проблемами мы действительно сталкиваемся. Ну, в отношении того, что сейчас говорит подрядчик. Да, наверное, у нас, не наверное, а уже сейчас ситуация показывает, что законодательная база не совсем совершенна, именно в отношении реализации автодорожных проектов. Да, действительно, мы видим, сейчас идет рост цен на основные дорожно-строительные материалы. Вот сейчас прозвучало, что эта проблема идет с 2000-х годов. Но я вам хочу сказать, что до сегодняшнего дня в целом мы дефицита в тендерных предложениях не испытывали. И вы все прекрасно знаете, что борьба за конкурс идет, в принципе, довольно-таки очень серьезная. Все вы предлагаете там различные условия на конкурсах, представляете свою цену, которую считаете приемлемой для реализации данных проектов. И до последних лет, наверное, такие вопросы, как увеличение стоимости проекта, корректировка проекта, практически не стояло. Все работали в пределах тех цен, которые были. На тот момент, видимо, это вас устраивало. Кроме того, в 15-16 годах мы принимали решения, ссылаясь несколько на правила ФИДИК, то есть применяли и корректировку стоимости проекта, и другие решения, да, относительно, честности по отношению принятия актов выполненных работ, затрат, произведенных подрядчиком. Но после того, как ввели у нас ресурсный метод проектирования, мы отошли от этих правил, что я считаю не совсем, может быть, было правильно. Потому что те правила, международные правила ФИДИК, которые мы пытались внедрить, они более справедливы, на мой взгляд. Это мое чисто субъективное мнение, потому как оно отражает действительную стоимость тех материалов, которые стоят на сегодняшний день, ну, то есть рыночную стоимость, да, их, те фактические затраты, которые несет подрядная организация при выполнении работ, и что, соответственно, сопутствует повышению качества материалов, произведенных работ. Но в то же время я бы хотел также и сказать, что и правила проведения конкурсных процедур, основанных на правилах международных финансовых институтов, они тоже довольно-таки интересные и очень правильные, где во главу угла ставится не ценовое предложение подрядчика, а, как правило, во многих случаях во главу угла ставится качество, техническое предложение подрядчика, которое отражает комплекс мер по повышению качества, по выполнению работ в указанные сроки, ну и многое-многое другое, чтобы удовлетворяло нас как заказчиков, как акционерное общество «Казавтожол». Много, конечно, вопросов в этом поле можно обсуждать на сегодняшний день, но я еще раз повторю, что подрядчик сам идет на эти конкурсы, сам предоставляет свое ценовое предложение, и как на сегодняшний день мы видим ситуацию, сразу же начинает предъявлять претензии по увеличению стоимости контракта. Вместе с тем, говорим, если мы, что повышается постоянно стоимость основных дорожно-строительных материалов, в рамках реализации контракта подрядчик получает до 30% авансовых средств. И как заказчик, на местах порой не всегда сразу же получает авансовые отчеты по выплаченным авансам от подрядчика. Порой до конца года, а может быть и даже на следующий год эта процедура затягивается. Это говорит о том, что подрядчик не расходует эти средства на приобретение основных дорожно-строительных материалов, по крайней мере, сразу.
Если бы это он производил сразу, все 30% от полученной стоимости аванса, он бы, значит, затрачивал на приобретение основных дорожно-строительных материалов, то подобные претензии по увеличению стоимости материалов, наверное, было бы меньше, как минимум. А может быть и вообще можно было бы этого избежать. Ну, если в отношении договоров, то... Андрей Михайлович, всё. давайте вам слово предоставим. Спасибо, я хотел поблагодарить также, что меня пригласили в эту аудиторию. Также хотел пару слов сказать в адрес работы подрядной организации и заказчика. Если немножечко расширить отношения именно при заключении договоров подрядной организации с заказчиком, то хотелось, сейчас практика такая существует, хотелось бы сказать, что после заключения договора сейчас со многими организациями, подрядными организациями, заказчик начинает работать именно по пересмотру сметы и нахождения ошибок. В связи с этим я вот хотел сразу сказать, вот была раньше практика, и у нас она существует во время разработки проектно-сметной документации, необходимо, и мы приглашаем, когда крупные проекты, приглашаем подрядные организации, которые потенциальные поставщики услуг, которые могут войти в конкурс, чтобы они участвовали при рассмотрении проектных решений, как, может быть, детализировать какие-то свой опыт передать при именно разработке проектно-сметной документации, а не после того, как проведен конкурс. Это помогло бы уйти от многих ошибок, и в дальнейшем, когда уже вышли мы на договорные отношения, мы бы ушли перетягивание каната в большую или меньшую сторону. Кроме того, я бы хотел, чтобы от подрядной организации приходили, у нас сейчас очень слабое место, вот сегодня уже многие подрядные организации и мой коллега сказали, что на сегодняшний день расценки слабые. Да, действительно, металл подорожал. Мы сейчас на сегодняшний день просто говорим. Да, подорожал. И довольно очень много. И цемент подорожал. И я бы хотел, чтобы не только от заказчика исходила инициатива обращаться в агентство, где пересматривают сметные нормы. Вот я вчера туда звонил, обращался, я говорю, посчитайте, вот смотрите, в расценке, например, по перевозке грузов, грузов на отсыпку земполотна уже предусматривается ГСМ еще 80-100 тенге. Я бы хотел, чтобы именно в ходе работы подрядная организация раз в квартал, хотя бы раз в квартал, это всех касается подрядных организаций, и я вот, пользуясь случаем, что нахожусь на трибуне, попросил бы, чтобы обращаться, у какого заказчика они не работают, обращались. Вот у меня в этом квартале подорожал, неважно, есть этот материал или нет, главное, что вы работаете, подорожал цемент. Прошу рассмотреть возможность увеличения расценки, или расценки там, где применяется цемент. Или увеличить стоимость установки барьерного камня, или установка криволинейного бруса там, где металл, или перевозка грунта там, где ГСМ. Это бы помогло нам более четко, а мы бы уже делали свод и обращались в инстанции, чтобы рассматривать уже ежеквартально, пересматривать, стараться пересмотреть, по крайней мере, расценки, применяемые в проектно-сметной документации. Это, и тогда бы у нас было бы уже, когда подрядная организация заходила бы уже на конкурс, этот проект не был бы убыточным. Ну и здесь хотелось, когда говорят, что только ответственность ложится на подрядную организацию, но я не очень согласен. Сейчас вот происходит у нас проверка, и во время проверки основную, да, во время работы действительно подрядчику, подрядной организации необходимо доказывать свою правоту и решать вопросы, связанные с строительством дороги, в данном случае, или других объектов.
Но когда приходит проверка, уже роль доказывающего субъекта, это является уже заказчик, который отставит уже интересы как ваши, так и свои. Из-за этого, что любое движение, если мы у вас, например, в свое время не так спросили или не зафиксировали в бумажном виде, а у нас или протокольно, возникает вопрос, да, действительно, коррупционного, все смотрят под увеличительное стекло в коррупционном разрезе. Из-за этого каждый, работая на своем месте, должен смотреть не только со своей стороны, а помогать друг другу. Я готов работать вместе, в тесной связке, но оно должно быть обоюдовыгодно. Должно быть как подрядной организации выгодно, чтобы они зарабатывали, так и нам, представителям государственной структуры, которая, если вы делаете с должным качеством, с должной техникой, не заходили, например, как некоторые есть, только имея карандаш и заходят и ничего не имеют, таких не допускать. Действительно надо сужать представителей, которые будут участвовать в конкурсе, и поставить такие критерии, чтобы те, которые ничего не имеют, не могли зайти в конкурсы и участвовать в конкурсных процедурах на выполнение работ. В принципе, каждый вопрос, который озвучил, я тоже в свое время работал заказчиком, я хотел озвучить, поэтому первый вопрос касательно колебаний цен, да, по ФИДИК, который эскалация. При этом, который вы применили эскалацию с 13 по 17 год, и там, который вы оплачивали где-то по всем проектам, ни одним проектом не было превышения проектно-сметной документации, в пределах проектно-сметной документации. Получается, в то время разработанная проектно-сметная документация, базисный индексный метод, удовлетворяла цены. А что касается ресурсного метода, вот мы на сегодняшний день, Казниса нам каждый квартал до утверждения расценки нам отправляют они. Вот здесь, в этом регионе, битум сколько-то стоит, щебень сколько. Мы эти согласовываем, только после этого они выпускают эти цены. Из-за этого, когда мы направляем областные филиалы подрядчики, вы сами сидите, молча, не отправляете эти вопросы. Это плохо. Нет, давайте, чтобы это заблуждение не вводить, тут даже как получается. То, что сегодня обновили, они на сегодняшних контрактах же никак не отражаются. Это сегодняшние цены, это цены через 2 года, которые будут у подрядчика, потому что сегодняшняя цена, завтра разработка ПСД в следующем году, и через еще 1 год, это как минимум через 2 года, это уже цена будет у подрядчика, когда та цена, которая была на момент того, то, что вы говорите, актуализации, она уже не актуальна. Не дошли, я третьему вопросу тоже отдельно остановлюсь, я хочу сказать. Что касается, вот, когда определяется стоимость, я говорю, вы все и подрядные организации, даже наши областные филиалы, когда даже мы проявляем пассивность, потому что мы сами не даем, где-то он пишет битум 90 тысяч, а потом мы платим. Это первый вопрос. Третий вопрос, который мы говорим, что расценки на сегодняшний день не актуальны. Болотбек Хапланбекович правильно, мы когда платим 30%, 50%, вы должны вовремя закупить дорожно-строительные материалы и соблюдать графики производства работ. Вы затянули, оставили, вот, допустим, в частности, проект Миркебру-Байтал. У нас проект должен был завершить в 2021 году, уже мы в этом году должны оставить хотя бы ШИМА, только и барьерные остальные работы должны были завершить. Так же было, вы не начали, вот сейчас на 2 года опоздали, конечно, цены поднялись. Но это сейчас, это цены поднялись. И дальше, что касается действительно колебаний цен, да, эскалация в других странах принимается. Но который в 2013 году, который приняли, это не рабочий метод. Сейчас даже если этот метод восстановим мы на сегодняшний день, он не будет работать, потому что у вас цены низкие. И до пределов проектно-сметной документации будем платить. У вас Миркебру-Байтал уже до ПСД оплачивать. Эскалацию, даже если правила будут действовать, вы не получите. Потому что эти вопросы надо законодательно полностью отработать. Нет, с учетом здесь же не нужно ограничивать какие-то верхним лимитом, Жамбул Бахтиярович. Мы же говорим за нормальные правила ФИДИКа, а не говорим за правила ФИДИКа, которые переделали по 100 раз наш Казавтожол. Мы же к этому клоним. Вот международные контракты есть, вот у нас же тоже 2 международных контракта. И на Западной Европе, Западный Китай принимали участие. Не было никаких пределов по ПСД.
Все, если идет удорожание, все выплачивается. Если идет удешевление, соответственно, убирается. Ну, Урезается. коэффициент как положительный, так и отрицательный, он же в обе стороны. Из-за этого я говорю, до конца, которые 13-17, которые приняли, это не рабочие. Я сегодня постановлю, премьер-министр это повторно подпишет, он не будет работать, потому что у нас ПСД, бюджетное законодательство уже закреплен. Что касается вот, да, на сегодняшний день, все подрядные организации, вот наши тоже всегда стараются приостановить работу. Они когда начинают, ну, мы заказчики же в заложниках, вот нам государство говорит, давайте сделайте, откройте движение, здесь постройте. Подрядчик говорит, я не буду, ты пересчитай эту стоимость. Это так будет делать. Мы тоже, Казавтожол, на сегодняшний день в заложниках, если честно сказать, у нас тоже комитетами и государством подписываем госзадание, нам ставить в этом году ты должен сколько-то километров открыть. Если не выполнить, это в этом случае подрядная организация, когда идет конкурсная процедура, я считаю, что вы должны детально изучить и конкретно все услуги. Что касается вот оформления земель, это все, мы же в договорах пишем, вы должны делать, вы соглашаетесь с этим условием. И тогда во время реализации вы не должны тогда. Или во время конкурса надо отменить, что ПСД не предусмотрено, отмените эти конкурсные вопросы. В этом плане вы должны прорабатывать. Что касается, я вот не сторонник, вот, допустим, вот Андрей Михайлович говорит, вот в проектах включить, говорит, техника, количество людей, я считаю, что надо включить. Но не надо включить опыт, понимаете, опыт. Потому что сейчас мы крупные компании остались, и монополистами становятся, субподрядчикам передают, работы не идут. Действительно, такая проблема есть. На сегодняшний день у нас есть 1403 по этой линии. Ежедневно от подрядных организаций, их субподрядные организации нам жалуются. Нам зарплату не платят. Вот Капланбек знает, по кадрстрою, сколько у вас было жалоб, помните? Действительно, вот наш адрес поступает, это не же подрядчик отвечает, телевидение отвечает Казавтожол. Вот такие есть проблемы. Из-за этого еще хотел бы спросить, Андрей Михайлович, вот вы построили один участок, если под ключ, по системе под ключ, какие эффекты дали? Вот сейчас, допустим, подрядчик сам запроектировал, есть ошибки там или нет? Я считаю, что под ключ на сегодняшний день не стоит делать, потому что подрядная организация, когда ТО сделает, она старается подогнать, она сама же, они же в консорциуме заходят вместе с проектной организацией, они уже стараются подогнать, немножечко где-то удешевить, чтобы войти в эту стоимость. Это понятно, каждый должен зарабатывать деньги. Но мое мнение твердое, что на сегодняшний день необходимо проектно-сметную документацию делать отдельно, а уже после этого уже проводить конкурсы. По замечаниям, которые могут быть, вот у нас очень серьезная проблема возникла с газопроводом. Когда делали проектно-сметную документацию, был один хозяин этого газопровода. Кстати, хочу отметить, что перед этим, 2 года назад, они приходили к нам и хотели пересечь, то есть это свежее, если начали в 2019 году эту работу делать именно по газопроводу, то они, газовики, пришли к нам, взяли тех условий и сделали по своим нормам. Через 2 года, когда мы сами уже приступили, начали реконструкцию и хотели выполнять через данный газопровод дорогу, они нам запретили и сказали, что необходимо сделать совсем по другим ТУ, что ведет к удорожанию. И из-за этого у нас, я обращался во все инстанции, но это не помогло. На сегодняшний день работы именно по газопроводу мы не можем выполнять. Кроме того, сейчас зашла прокуратура транспортная, и мне сказали, что действия с моей стороны это уголовные, что нельзя производить пересчет, хотя я хочу заострить внимание, там, где пересекает газопровод, там нет ни уширения земполотна, ни на подошве насыпи, ни сверху, все в тех же параметрах. По нормам, существующим нормам, то же самое, кожу хватает, все допуски, все соблюдено. Ну просто точнее, хозяин этого газопровода говорит, нет, удлините до 81 метра. А это значит стравливание, это расход бюджетных средств, а это очень сложное сооружение, которое требует обязательно прохождения экспертизы
В то же время, сейчас проверка находится, они мне говорят, ваши действия лично с моей как руководителя незаконные, и в случае вы будете, если будете продолжать, будет против вас возбуждено уголовное дело. Поэтому у нас сейчас стоит вопрос, или как на этом участке работать. Андрей Михайлович, здесь прокуратура сказал или другие правоохранительные органы сказали, я считаю, это неправильно, потому что у нас в договоре четко прописано, что это не вина подрядной организации, это владелец поменял... А теперь вот если... Сейчас, минутку, пожалуйста. Я об этом написал. Владелец поменял свои технические условия, это непредвиденное обстоятельство, это перед правоохранительными, мне кажется, они официально не дадут это все, полностью можно было конкретно доказать это все. И доказательная база, и в этом случае мы обязательно должны эту работу делать. А что я написал об вы объяснении. хотели подавать в суд же на это собственника. Мы, когда выясняли эти вопросы, вы сами лично отправляли письмо касательно внесения изменений в технические условия. Это мы на основании этого письма мы не смогли подать судебный, потому что уже мы сами были инициаторами. А что касается технических условий, министерство, нашим министрам и комитетам по делам семьи, есть у них разработчик, у них правила. И согласно этим правилам, тех условий, когда выдается, он нормативный срок строительства дороги должен быть. Он, по идее, этот срок Не должны были менять. Да, не должны были. Тогда мы не должны были направить письмо. С нашей стороны есть минусы. Но в связи с тем, что не их вина, мы должны его компенсировать, я считаю. Вот коллеги сейчас затронули очень хорошую тему. Не обязательно это газопровод, это любой другой объект, любая проблема. Теперь посмотрите со стороны точки зрения подрядчика. Понимаете, самое главное, что у нас, это людской ресурс. Людей мы не можем сказать, вы сегодня идите домой, а через неделю придите, когда прокуратура решит, суд решит или какая-то другая инстанция решит. У нас издержки идут. Мы должны людям зарплату платить, мы должны их кормить, мы должны поить, техника должна обеспечивать. А мы просто решаем. Когда нам прокуратура решит, когда нам даст какой-то другой закон, когда заказчик нам скажет, это не только газопровод, это другие. И когда срок строительства 5-6 лет, таких маленьких проблем или объектов встречается 7-8. И срок строительства затягивается у нас на 1,5-2 года. То есть 1,5-2 года подрядчик, любой подрядчик, он несет издержки в виде тех же зарплат, в виде тех же налогов, в виде тех же покупок или еще чего необходимо для строительства. Также я хочу вот заострить сейчас проблему, так очень сильно заострили по поводу 30%, и что мы не вовремя покупаем. Вопрос очень стоит как бы давно. Ну, не на всех проектах мы получаем 30% аванса. Это нужно везде как бы просмотреть правильно. Теперь, получая аванс 30%, мы не можем сразу каждому человеку дать такой объем, чтобы он надробил или привез нам. Мы с удовольствием купим битум. С удовольствием купим битум и его куда-нибудь затарим. Но это нефтехранилище, у них специальные технические условия, у них специальные экологические условия. Его просто так в магазине не купишь и куда-то не разольешь. Потом материал. Если мы возьмем эти 30% аванса и как людям раздадим, просто места не хватит, чтобы это. Мы распределяем его помесячно так, чтобы хватило на все проблемы. То есть подрядчик это можно сказать, распределяет все и считает так, чтобы было выгодно не только подрядчику, но и заказчику. Мы смотрим на 5, на 6, на 7 шагов вперед. Это вот ответ на предыдущие вопросы. И теперь, что касается, почему я поднял именно, почему это было с нулевых годов. Потому что рост именно вот дорожной отрасли почему так сильно пошел именно с нулевых годов. Потому что до нулевых годов у нас техника была, бывшего Советского Союза, наверное, скорее всего. Сейчас новые современности, новые этапы идут, новые скоростные режимы, новые грузовые перевозки. Это все влияет в первую очередь на дорожную отрасль. Это все влияет только на дорожную отрасль. Потому что вот в условиях пандемии практически авиасообщение встало. Практически остановились водные перевозки. Особенно вот вы, наверное, сами видели, сколько дней стоял этот Суэцкий канал, когда перекрыли, или Панамский канал, могу ошибиться сейчас в названии, просто перекрыл движение один какой-то паром. Все двигалось только на автомобильных дорогах. Это нужно учитывать и смотреть вперед на все вот эти вот трудности. Вот сейчас Андрей Михайлович хорошую тему поднял, но эта тема, опять, чтобы не осталась здесь, ее надо дальше продвигать и расширять. Мы сказали все, что вот виноват прокурор, виноват судья, виноват кто-то, но суть от этого не решилась, проблема не решилась. Мы не можем, знаете, очень грамотную тему последний раз прочитал в интернете,
что мы сейчас учимся все, хотим стать там, финансистами, банкирами, никого не хочу обидеть. Но у нас очень мало стало учиться вот именно на инженеров, на технарей. У нас действительно большая проблема, у нас проблема реально с кадрами. В дорожной отрасли у нас проблема с кадрами, и последние кадры неохота потерять. Мы действительно держим, мы воспитываем эти кадры. Но когда вот у нас по 3-4 месяца не решается проблема с одним газопроводом или с каким-то там водопроводом, это очень накладно потом встает именно для подрядчика. И подрядчик в первую очередь, кому он идет? Жаловаться или говорить что-то? Он идет к своему заказчику. И он говорит, что или вы дайте нам работу, или мы действительно с вами расторгнем контракт. Потому что нам тяжело содержать этот весь штат. У нас это убытки, которые мы не предвидели. А когда мы выиграли тендер, нам говорили, что все, ребята, все хорошо, вот мы получили там все этих условия, идите работайте. Вот этот вопрос нужно поднимать, чтобы у заказчика были какие-то полномочия, или заказчик мог это решить. Вот Дархан Самарханов сказал же, есть у нас опыт строительства именно в международных проектах, где система ФИДИК, она работает, где инженер может, изменился контракт в большую сторону, значит он в большую. Изменился контракт в меньшую сторону, это издержки, это какие-то события, которые как в пользу заказчика, так и в пользу подрядчика. На месте принимается Да, решение. и на месте принимается решение, и они принимаются своевременно, можно сказать. Да, может быть какой-то процесс плюс-минус затягивается, но он идет. А если у нас процесс именно с госзакупками, он не решится до тех пор, пока мы там чуть ли не до Верховного суда дойдем. Вот. Можно здесь еще вот Рустамбека дополню, вот в части аванса правильно, где-то может правильно, где-то нет, то, что авансы выдаются, потому что, да, действительно, очень много средств уходит на ту же самую мобилизацию и какую-то заготовку дорожно-строительных материалов. Но вот вы, наверное, для вас никого не секрет, то, что, чтобы получить банковскую гарантию под обеспечение того же самого аванса, банк выставляет такие условия, которые не каждая компания частная, да, может их осилить. В частности, например, 50% просто-напросто денежных средств заказчика лежат в банке, и которые пользуется банк. Поэтому вот мы инициировали именно альтернативный вид обеспечения в виде страхового сертификата. Вот хорошо, благодаря нашей ассоциации это мы продвинули, и вы поддержали, да, всем членам ассоциации. Но, например, по объектам проекта Эксимбанка, где лидером является китайский консорциум, да, вы ему говорите, все, 50% оплатили, но вы же знаете, по факту ни одна казахстанская компания этот аванс не получила. Все получили от 15 до 25% от того, то, что необходимо было. А китайцам вы заплатили все 50% по контракту. И нам, казахстанским отечественным компаниям, говорите то, что вы получили аванс. Вот нужно было заготавливать. При этом я вот, если честно, не очень понял комментарии Андрея Михайловича, да, вот в части EPC контрактов. Весь мир EPC контракты практикует и масштабирует, а мы в Казахстане этот EPC, да, который в рамках пилота был реализован Казавтожолом, такая вот хорошая идея, ее вот взяли и извратили со всех сторон. Подрядчик, который сам должен был запроектировать, не может согласовать конструктив дорожной одежды с заказчиком, потому что, говорит, меня это не устраивает. Зачем вообще вы тогда EPC заказывали? И зачем вообще вам тогда подрядчик? Мы хотели предусмотреть жесткий тип дорожной одежды. Нет, не пойдет, дорого. Говорим, необходимо делать реконструкцию там моста. Нет, реконструкцию делать не надо. Нужно сделать его капитальный ремонт. Окей. Необходимо поднять профиль земляного полотна. Нет, его необходимо уменьшить. Ладно, хорошо. Обочину не применять там песчано-гравийную смесь. Примените, говорит, обыкновенный грунт. Вот так вот в каждый процесс заказчик вмешивается, и после этого получаем результат, который получаем. А потом уже по ходу реализации говорим, вот вы же сами запроектировали. Вот, вы сами запроектировали. Можно я сейчас закончу? По срокам реализации всегда мы просим денежные средства получить в начале дорожно-строительного сезона. Вот, например, один из наших проектов Ушарал-Достых, на этой неделе мы только аванс получили. На этой неделе, май месяц.
Вот май месяц, вот как вот можно, мы уже сейчас, у нас должна быть укладка, а мы даже заготовку не производим. Вот, ну вот как можно так планировать? Когда мы говорим, давайте доведите нам финансирование, на сколько рассчитывают? Ну вы, говорит, стройте, мы потом вам в сентябре, в октябре дополним. На одном из проектов, вот в вашей же области, судились, строили вместо нормативных 2 лет, строили 5 лет, потом пришлось подать в суд, судились, дошли до Верховного суда, Верховный суд выиграли, потом вы нам 4 года еще выплачивали. Последние деньги выплатили в этом году, когда решение суда в 2015 году было. Когда мы говорим о планировании, ну, у себя внутри мы стараемся максимально планировать так, чтобы было рационально, все ресурсы можно было рационально использовать, как деньги, как материалы, ту же самую заготовку, чтобы не заготовить там на 2-3 года вперед и не заморозить там несколько миллиардов тенге, которые сейчас тебе нужны на какие-то полгода вперед. Здесь же вы как национальная компания, 4000 километров у вас реализации, когда ресурсов нету в стране, столько ресурсов. Битум, вот буквально на этой неделе Камалиев, вице-министр, проводит совещание, 1,3 миллиона тонн битума потребность, при производственных мощностях 1 000 000 тонн. Ну мы же понимаем, что 300 тысяч уже не хватает. Ну зачем такие планы строить? Национальная компания. Ну здесь же как-то нужно рационально подходить. Вот Рустамбек до этого говорит, людей нету. Ну людей 5 лет назад, как было, у нас дорожников там около 50 тысяч. Ну, наверное, сейчас 60 тысяч. Сейчас 100 тысяч их не стало, а объем увеличился в 2 раза. Ну, как-то вот сверху, я не знаю, это министерство должно делать или национальная компания. Ну, распределение ресурсов же тоже должно же быть правильно, рационально. Вы сами искусственно, ну я так это понимаю, по-другому я понять не могу, делаете дефицит на рынке, и поэтому все цены растут. Вот сами мы, сами себя вот в эту кабалу и затаскиваем. Здесь бы еще вот несколько примеров хотел привести по тем сооружениям, которые мы строим, в части их обслуживания. Например, вот по Центр Восток построили несколько депов, также вот площадки отдыха, потом построили вот пункты обогрева. Вот все стоят, отопление, никто воду не слил перед зимой. Зима настала, зимой перед весной никто снег не почистил с крыш. Вот в этом году мы произвели вот весенний осмотр, все протекает. Все отопление, которое у вас на балансе, которое мы вам передали, вот это вот сейчас это все необходимо менять. И это, вы говорите, гарантийный случай. Мы за это гарантию нести не будем. Письма направлены, ну этим же нужно как-то тоже по-хозяйски подходить. Хотели передать по бездефектному методу содержание и эксплуатацию дорог. Хорошая идея, супер идея, да? Бездефектный метод, есть правила, отлично. Ну не считаете по бездефектному методу переход на скоростные полосы. Не считаете съезды на транспортных развязках, как будто их не надо содержать. Не считаете площадки отдыха, которые тоже каждые там 40 километров по обоим сторонам. Ну вот эти же объемы же тоже нужно считать. Вот подход какой-то в одну сторону, лишь бы экономить, ну экономия получается неэкономно. Вот в вашем случае, в коротком периоде, да, а если смотреть в длинном периоде, то нет. Поэтому вот, наверное, наше население, граждане и президент, ну, наверное, и недоволен в целом всеми дорожниками. Мы, как подрядчики, свои обязательства выполним. Да, если мы некачественно построили, у нас эти объемы не примут. Андрей Михайлович, вы сами это знаете, прекрасно причем. Технадзор есть, наша лаборатория есть, заказчик есть, центр качества есть. У нас 5 ступеней контроля качества. Ну и еще, когда говорят, мы некачественно строим, ну здесь уже как по-другому проводить контроль. Поэтому вот здесь вот, если честно, очень много вопросов, которые бы, ну, наверное, можно много дискутировать. Я скажу. Можно все-таки, здесь пару вопросов ко мне было сказано. Да, Андрей Михайлович. Именно не ко мне, к нашей Кустанайской области.
Ну, во-первых, я отвечу насчет 11-13 год. У нас строился не 5 лет, точнее 10-13 год строился обход города Кустаная. 29 километров. Почему? Там пошло, ну, вот, на год было увеличение, и они, выполнив все объемы работ, пошли на пересчет. Здесь нельзя обвинять именно Казавтожол или министерство наше. Здесь было, они обратились к нам в РБК. РБК рассмотрела, Республиканская бюджетная комиссия рассмотрела. Потом, когда она рассматривает, это уже только на следующий год, первый год было, во-первых, до суда, до Верховного суда дошло, а это тоже сроки. Это один год был, второй. Верховный суд, когда выиграли, пошло РБК. РБК выделила, и после этого вам отдали деньги. Финансирование, и Минфин выдает вам деньги. Так что говорить, что наше министерство воздерживало оплату или Казавтожол, или комитет автодорог, это некорректно. По поводу, я расскажу, что мы сейчас сказали, что когда вы EPC-контракт во всем мире, да, во всем мире, и он разыгрывается на основании технико-экономического обоснования, которое разрабатывается отдельной организацией, в которой указаны отдельные параметры. Конструктив дорожной одежды, который вы, когда участвовали в конкурсе и сбросили, кстати, более 30%, вы потом идете и разрабатываете, но на основании ТЭО. Изменения в ТЭО, технико-экономического обоснования, вы не имеете права вносить как в основные показатели. Это в конструкцию дородежды, земляное полотно, которое там также оговоренные объемы, вы уже делаете более детализированно. И придерживаетесь именно технико-экономического обоснования. Все параметры, которые там указаны, вы должны были соблюсти. Андрей Михайлович, я извиняюсь, ну, вот, что это такое вообще технико-экономическое обоснование? Вы вот можете определение сказать? Просто вы так говорите, что придерживаться ТЭУ, там, по конструктиву, это экономическое обоснование, Андрей Михайлович, вы же это же должны же это понимать. Да, это же не детальный же проект. Давайте слово. Я вас выслушивал? Да. Так вот, согласно этого комиссия, в которой были привлечены все, не только министерство наше, а все сторонние организации, которые были задействованы в данном проекте, рассматривали и принимали свое решение. И по безопасности, и недопущение отклонения от технико-экономического обоснования. Так что в данном случае вышло так или так, мы действовали основным документом, который был разработан и на основании которого вы выиграли конкурсные процедуры. Вот сейчас я все сказал. Можно я дополню? Давайте. Sorry. Конечно, коллеги, очень много вопросов у нас с вами. Масса действительно проблем, которые необходимо решать. Это и наши внутрисистемные ошибки есть, я считаю. Есть, конечно, и несовершенство законодательства. У нас на сегодняшний день вопросы даже тем же там, значит, ресурсным сметам, разрабатываемым КАЗНИСа, зачастую расценки, которые в сборниках выходят, они не актуальны, не соответствуют. У меня был такой случай, когда горячий асфальтобетон оценивается в 18 тысяч тенге за тонну, а холодный в 11. И вот эта разница, она ничем как бы не обоснована. Я не знаю, откуда берутся эти расценки, мы пытались несколько раз выяснять, но вразумительного ответа так и не получили. Есть подобные вопросы, да, есть вопросы к госэкспертизе. К примеру, то же самое, что те же наши проектные организации при разработке проекта во время захождения в экспертизу, у них есть всего лишь 45 дней рабочих, да, за которые они должны получить положительное заключение экспертизы. И в случае, если они в течение года дважды получают отрицательное заключение, они лишаются чего? Лицензии. То есть это практически равно тому, чтобы компанию закрыть и больше этой деятельностью не заниматься. Соответственно, это тоже одни из условий, на которые
все проектировщики идут, они идут на все условия госэкспертизы, лишь бы получить положительное заключение. В этом случае я считаю, что и мы, и вы, наверное, какие-то действенные меры должны принять. Ну, одно из решений, возможно, допустим, делегировать своих непосредственно представителей, да, при формировании того же там справочника по ресурсному методу, при, может быть, даже там, допустим, участие там в различных НТСах, в госэкспертизе, инициировать эти все процессы и четко регулировать и получать непосредственно те решения, которые нам необходимы. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, эти вопросы немножко упущены нами с вами. Конечно, вот подобная площадка, она очень правильная, очень нужная. И не обязательно, чтобы это проходило в варианте, значит, видео таких дебатов. Можно собираться на обязательно. Я считаю, что будет правильнее, если это возьмет на себя ответственность наша ассоциация и будет устраивать такие круглые столы, где мы могли бы постоянно, на постоянной основе обсуждать все текущие вопросы. Потому что сейчас вот наши видеодебаты превращаются просто во взаимные обвинения. Вы имеете массу претензий к заказчику, заказчик, соответственно, имеет массу претензий к вам, говоря там, вы говорите, битумную проблему поднимаете, 1 300 000 потребность, 1 000 000, значит, мы всего лишь выпускаем, но никто не мешает вам остальные 300 000 тонн покупать модифицированный битум с Российской Федерации, пожалуйста. Это вполне разрешено законодательно, и он как раз таки составляет вот этот вот нехватающий пул основной массы битумной при устройстве щебеночно-мастичного асфальтобетона, то есть на верхних слоях и так далее. Это тоже один из хороших решений. Так, но это просто поднимается как вопрос, но путей решения никто находить почему-то не находит. Не пытается, может пытается, но в таком небольшом узком кругу, а надо бы это все обсуждать действительно на таких больших площадках, значит, с участием экспертов, с мнением сторон. И тогда, наверное, мы будем иметь такой хороший инструмент для решения тех насущных вопросов, которые у нас есть. Проектно-сметная документация вами вот озвучивается, да? Но при этом на сегодняшний день те технические условия, которые есть, мы получаем. Проектировщик идет, там, мы, как служба заказчика, всячески помогаем их получить. Да, наверное, есть вопрос по срокам этих выданных технических условий. Но вместе с тем, любые другие проектные ошибки, я вам скажу, на сегодняшний день проект полностью загружается на портал. В течение срока рассмотрения конкурсной заявки, ну, вернее, проведения конкурса, у вас есть великолепная возможность целиком, полностью изучить этот проект. Никто не запрещает вам выезжать на место для там, определения, да, допустим, типа местности и так далее, сравнения его с принятыми проектными решениями. То есть для вас все дороги открыты. Кроме того, вы все прекрасно знаете тех же проектировщиков, которые очень хорошо знают, там, который проектировал и знает, где какие узкие места в проекте есть. У вас все возможности есть для того, чтобы изучить проект, проанализировать его, выявить какие-то ошибки и принять для себя решение, участвовать или не участвовать. И в случае, если подрядные организации не участвуют, соответственно, значит, где-то есть или ценовой вопрос, либо технические какие-то, значит, аспекты упущены. И в этом случае заказчик примет решение пересмотреть проектные решения, либо там, ну, любые другие варианты решений. Но в данном случае мы этого не наблюдаем. В данном случае подрядные компании идут на любой тендер, ну, на многие из наших тендеров, и создается довольно-таки хорошая конкурентная среда. И в этих условиях мы обязаны выбрать того, кто предоставит лучшее предложение. В данном случае, как правило, основным аспектом являются это ваши ценовые предложения. Так, вы сами знаете это прекрасно. И на основе цены определяет портал победителя, и мы уже вынуждены заключать с ним договор. В противном случае что? Судебные тяжбы. Поэтому надо здесь, наверное, пересматривать все вопросы в корне. И вот я говорил, опять же таки, для меня лично было бы правильным принятие решений на конкурсах на основе технического предложения подрядчика, где коммерческая стоимость, он может проанализировать
проект и сказать, я в эту сумму не вхожу. Да, мы предлагаем одну, вы можете предложить большую, но при этом можете предложить другие, более выгодные нам технические условия. Может быть, вы закончите раньше срока. Может быть, вы сделаете с лучшим качеством, примените инновационные технологии какие-либо, либо механизмы. И это все будет играть в вашу пользу. Вот я еще раз повторюсь. Очень большой спектр вопросов, которые мы могли бы рассматривать. Но и для этого я бы попросил нашу ассоциацию автодорожной отрасли поактивнее немножко собирать нас. Это как раз вот их поле деятельности. Спасибо. Владимир Николаевич, можно я продолжу здесь? Давайте я так. Я буквально 2-3 минуты по поводу вот все хорошо, вернулись мы к тому, с чего мы начинали. Опять все должен делать подрядчик. Опять все должен подрядчик. Вот сейчас говорят вы. Мы придем с тендерным предложением, скажем, что вот наше качество действительно лучше. Тут же в течение 1 минуты заказчик нам скажет, вот у нас пришли китайцы, турки, французы, итальянцы, другая компания, которая нам тоже такое предложение, но намного дешевле. Почему, если у меня заложен битум по контракту Павлодарский нефтехимический завод, почему я должен вести с России его? На каком основании? У меня четко конкретно написано Павлодар. На основании статьи Гражданского кодекса. Например, там Каспий, наш Атраусский. Почему я должен вести его оттуда? Вот это я не пойму. Теперь вопрос по авторам проекта. Если он 2 раза не проходит правильно госэкспертизу, у него забирают лицензию. Ну, может быть, туда тоже вмешаться. Потому что автор проекта на начальной стадии уже начинает врать, ему нужно, необходимо протащить этот объем быстрее. Я как раз таки про это. Да. Я говорю, что существуют системные ошибки. Мы должны в этом участвовать все. Я к чему это говорю? Теперь что? Желательно без взаимных обвинений. На стадии проектирования, если соблюдение всех вот этих вот регламентов, да, любой подрядчик, большой или маленький, только за. Только за. Но это, я так думаю, это останется опять на этой площадке. Как сейчас вот президент нашей страны что сказал? Вот действительно у нас проблемы в дорожной отрасли. Но надо углубиться, посмотреть. Посмотреть, в чем эта проблема. Какие у нас... Вот Дархан Самарханович правильно сказал, что чтобы зайти на любой тендер, мы должны оставить от 30 до 50% денег в любом банке. А банк у нас забирает от 16 до 18%. Тогда как другие иностранные компании от 3 до 4%. То есть это не только, наверное, у нас проблема в нашей дорожной отрасли, но и где-то, наверное, в экономической части, в какой-то другой части. И тут вот я считаю, что полномочий именно у заказчиков намного больше. Вынести эту проблему намного выше и поднять эти вопросы на таком уровне, чтобы они действительно решились. Площадка наша хорошая, но нужно, чтобы на этой площадке не осталось здесь. Нужно ее поднять дальше. Все эти проблемы, я так понял, уже все знают, все видят. Да, давайте дальше я скажу. Дархан Самарханович, который озвучил, в первую очередь, который вы сказали, Шарал Достов. По нему тоже мы, Казавтожолом, было направлено о составлении плана. Вы тогда в январе, феврале, вы сами не составляли план. Если вы дали конкретные предложения, мы прописали, что в январе я получу такие суммы аванса. Если вы конкретно эффективно это планируете, в начале года есть возможность, в начале года как вы даете, мы так и же отправляем в головной офис и составляем ежемесячный план финансирования. Когда утверждается этот план финансирования, да, у нас есть сложность его перераспределения, есть вопрос. Дархан Самарханович, в этом тоже надо вашим сотрудникам конкретно. Что касается Мирки Бурбайтал, когда давали 50%, они дали Ситик, Синсин, говорит, я представляю банковскую гарантию. Наши компании согласились, они подписали конституционное соглашение. Согласно этого конституционного соглашения, они сказали, мы представим банковскую гарантию. Если там прописали страховой полис, тогда можно было. Мы же хотели да, нашим казахстанским компаниям помочь, перед ними поднимали. Но, говорит, у нас в конституционном соглашении прописано, мы как можем это переделать? У нас договор как закон, говорит, мы не можем внести изменения. Мы на таких условиях, говорит, подписываем. Из-за этого, когда идете на тендер, вот, говорит, вы приходите, вот, мы объем взяли, вы все детали не изучите. Что касается, вот, который, вот, Болат Куланбек сказал, вот, когда приходите на нашу проектно-сметную документацию, если знаете, что наши проектные ошибки есть, если действительно цены не актуальны, вы не должны участвовать. Тогда мы сами пересчитаем. А если вы приходите, во время реализации начнем пересчитать, другие госорганы, они считают, что мы какие-то коррупционные риски для того, чтобы цены поднять, в этом направлении работать. Это вы тоже должны. Но их обвинение обосновано, потому что мы сразу же подписываем контракт и пересчитываем стоимость.
А до начала строительства у нас легче пересчитать эти процедуры, вы должны иметь в виду. Дальше, касательно еще какие вопросы? В целом у меня другие Давайте я вот тоже хотел вот слова Буки прокомментировать. Вообще супер, да, вот если вот в таком направлении наша национальная компания и отрасль будет двигаться, даже в части вот тех же самых вот коммерческо-технического, наверное, какого-то предложения, да, а не только там коммерческого предложения по тому или иному конкурсу. Мы вот участвуем сейчас в данный момент в конкурсе, и до этого принимали участие в конкурсах вот ТШО, НРС, Казахмыса. Вот у них там ценовое предложение не главная составляющая, да, у частного заказчика. Ну, понятное дело, там частники, понятное дело, у них тоже открытая площадка, у них выгоды в другом, наверное, немного. Ну, здесь вот если в этом направлении поработаем, было бы, наверное, неплохо. В части применения каких-либо технологий, ну, со своей стороны, мы, например, в утвержденное ПСД, ну, всем, наверное, не секрет, подрядчик ничего не может изменить. Это опять несовершенство законодательства. Да, ну, подзаконные акты наши да, надо менять. Мы-то, Буке, мы же со своей стороны в Атамекен обращаемся, да, наша там ассоциация, постоянный член президиума, да, комитета по строительству. Эти вопросы мы поднимаем. Но если от уполномоченного госоргана инициативы не будет, ну вот все, что мы там поднимаем, она просто-напросто на каком-то этапе будет... Инициатива будет, когда мы вскроем проблему. Мы же ее обсуждаем, вот, допустим, ну вот, первый раз, да, на сегодняшний день. Да, вот да. так-то. Но, В формате видеодебатов, либо в любых других форматах. Да, Я поэтому говорю, что необходимо постоянно организовать какой-то круглый стол. Возможно, это будет на базе ассоциации. Желательнее бы, потому что это было бы правильнее. И в этом формате мы можем с вами обсуждать все насущные проблемы, которые в отрасли имеются, и находить их пути решения. Можем там коллективно обращаться. Там. Вот, Буке, мы же Когда вы сейчас... один единственный подрядчик, который инициирует какие-то новшества, вы понимаете, что действенных изменений не будет. Нет, ну это же понятно. Просто сейчас в данный момент, знаете, не до каких-то там нововведений. Сейчас у всех подрядчиков как бы выжить, да, как бы там не обанкротиться, и чтобы на него там определенные там штрафные санкции не применили с учетом того, то, что сейчас на рынке происходит, к сожалению. Вот сейчас вот все подрядчики только об этом же думают. Ну, я же говорю, мы со своей стороны столько технологий у себя именно на строительно-монтажных работах столько применяем, да, и GPS применяем, и на асфальтоукладчиках вот эти вот трекеры применяем, ну, все делаем, все наши асфальтные катки, они все с датчиком коэффициента уплотнения. Мы со своей стороны это делаем, вы, наверное, я не знаю, об этом знаете или не знаете, но если говорить в части, например, самого конструктива, ну, мы же понимаем, мы там вот на проекте Мерке-Бурылбайтал, там вот не то, что новую технологию, там скальный грунт для бутования заболоченных участков, вот полгода там переписка с заказчиком была, вот только вот недавно нам подписали, там, что говорить о новых технологиях, вот это же необходимо как-то совершенствовать. Да. Заказчик работает в своих правилах. Вот необходимо менять эти правила. Не только правила, допустим, там ваши, но и наши тоже. Да, мы-то работаем по вашим правилам. Да. Вы свои правила же с нами не согласовываете. Вы же дома, у вас ваша компания BI-Group организация. У вас вот, по удешевлению стоимости, применению новых технологий, у вас там же есть, наверное, свой отдел, да, по инновациям? Нет, ну мы же здесь понимаем, у нас же как считают дешево. У нас дешево считают по удешевлению. В момент строительства вот этого дешево. Весь мир как считает? Весь развитый мир, да? Весь мир считает на жизненный цикл самого проекта. ЖЦП же нужно смотреть, а не на период строительства и там гарантии. Это не в другом виде. Вот сейчас BI-Group у вас, да, вот ваша компания, вот, дома строите, у вас свой отдел есть, который, да, новую технологию обновить. В дорожной сфере у вас нет. Получается, у нас наши нормативные законодательства не позволяют, потому что вам нет возможности, да? Или как? Нет, потому что все, что мы предлагаем, вы же это считаете нецелесообразным. Заказчик считает это сразу экономией подрядчика и начинает сразу туда резать. У нас есть, конечно, нововведение, как вот сейчас Дархан Самархан сказал же, мы же применяем
те же технологии. Нет, вопрос не в технологии, вот, допустим, по улучшению, применению новых технологий, проектных решений. У вас же по домам же хорошо работает, потому что проекты сами проектируете, у вас свои организации. Там бизнес. Есть А для потом этого подключено. спрос. Вот, Жамбыл Бахтиярович, тут это же все же рынок диктует. Если на это спрос есть, соответственно, предложение всегда начнет поступать. А если для этого спроса даже нет, мы же видим, заказчик ничего там не хочет применять. Ну, много же технологий в целом по миру. Вот металл, далеко тоже ходить не буду. Вот колесоотбойное ограждение, да? Мы сейчас знаем, что металл там почти 500 000 тенге за тонну стоит, а цинкованная сталь сейчас еще дороже. Ну, давайте применим тросовое ограждение в рамках стоимости, чтобы не был проект для самого заказчика дороже. Нету норматива. Нету норматива. Ну, займитесь нормативом. Ну, это ограждение нужно, безопасность нужна, от этого никуда не денешься. Не хотите доплачивать? Ну, в рамках этой стоимости давайте посмотрим, изменим. Вот мы форсируем, мы предлагаем. Нет, у нас будет только пилотный проект. Один участок там 200 метров на юге, другой на севере. А у нас по стране вот в этом году только 1000 погонных метров этого колеса отбоя нужно. Ну, вот элементарное предложение, которое можно отработать. Ну. Дархан Самарханович, вы же сами всегда находитесь в комитете, в научно-техническом совете. Вот, мы, вот заказчики, да, вот, нас заказчики, проверяющие всегда нас обвиняют. В чем? Даже мы приходим, вот, допустим, говорите, барьерное ограждение заменить, где-то заменить, допустим, какие-то конструкции дорожные, где-то какие-то мосты элементы заменить. Мы должны проходить экспертизу, не экспертизу, мы же не знаем даже, в каком законодательстве, как у проектировщика спрашиваем, говорит, не требуется, второй говорит, требуется. Вот в этом плане же вы тоже должны, как ассоциация, совместно отрабатывать. Что касается, вот, допустим, я вообще предложил, вот, допустим, мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Действительно, если хотите, чтобы у вас было хорошо, если грамотное составление, давайте до проекта при ассоциации создадим какой-то институт, который будет проверять наши проектные решения. Как, допустим, же Атамикейн дает же на юридический документ, вот юридические заключения. Здесь тоже можно на наши проекты, вы скажете, вот проект нормально, нашим автодорожным требованиям соответствует. Потом дальше занести госэкспертизу. Мы в наши договоры это Вообще супер. Это тоже мы можем Да, включить, супер. это можем, это же хорошая площадка будет, потому что действительно в отдельных случаях, действительно сейчас, как сказал, мы сейчас отдельно следующую тему остановим, фотография будет. Действительно, в отдельных случаях есть ошибки, мы сами видим, действительно. Но мы со стороны подрядных организаций надо усилить работу в этом направлении. Что касается внесения изменений, вот в нашем законодательстве мы работаем по строительству домов, которые для этого разработан закон, а у нас дорога совершенно другая. Может, свой закон разработаем для того, чтобы конкретно проработать. Вы всегда говорите эскалация, но не говорите бюджетный кодекс. Мы же должны также залазить на бюджетный кодекс, там, потому что в бюджетном кодексе конкретно... Жамбыл Бахтиярович, это мы же не государственный орган, Да, мы да, субъект да. бизнеса, но Да, Минфин нас не слушает, да, МН нас не слушает, все, обращайтесь к своему уполномоченному госоргану. Ну, вы со своим уполномоченным госорганом тоже отрабатываете. Мы не знаем, там вот как Андрей Михайлович говорит, ой, там РБК, это пока все ступени пройти, нам какая разница? Вы должны, заплатите нам, не тяните нам 5 лет. Дархан Самарканович, Ну, здесь предусматривайте. вопрос обоюдоострый. Если вы, как бизнес, не будете участвовать в обсуждении подобных вопросов, то госорган примет ту меру, которая будет удобнее, по пути наименьшего Я же сопротивления. не говорю, что И вы это не в конечном принимаете итоге участие. может вас опять Да. не устроить, Я же не говорю удовлетворить. принимать участие, мы же всегда принимаем участие. Здесь наоборот, от нас идет больше участия. А нам От говорят, вас просто поддержка ребята, же у вас нужна. есть уполномоченный орган, давайте к нам. Когда мы идем с этим вопросом к вам, этот вопрос не идет дальше, он не растет. Он где-то, грубо На наверное вашем сказать, уровне. умирает на вашем уровне. Я Да. вам говорю, Мы опять идем в вышестоящий орган, как сейчас Дархан Самарханович сказал, Министерство экономики, там, Министерство других, нас не слышат, они не хотят, они говорят, ребята, вы что к нам пришли? Вы обычные подрядчики, идите к своему полномочному органу, мы к вам опять идем. И вот сейчас вы говорите по инновациям, да, эти инновации мы уже 15 раз вносили, наверное, на всех уровнях, и эти инновации там же и умерли. Я помню, 5 лет тому назад мы привезли каток, который укатывал основание. Мы попросили Казавтожол, чтобы давайте внесем стандарт, чтобы вот именно взять флешку, поставить в компьютер и посмотреть, где основание укатано. Мы до сих пор этого не сделали. Почему? Потому что мы идем и с помощью режущего кольца делаем уплотнение, проверяем. Да, Потому да. что мы не внесли за 5 лет
Мы не внесли это в законодательство за 5 лет. О чем мы сейчас говорим? Если мы за 5 лет не... То, что сейчас Дархан Самарханович говорит, что мы идем и бомбим там во все колокола, во все двери, нам просто говорят, ребята, кто вы? Потому что вы единственный Идите инициируете, а надо необходимо использовать общественные площадки. Вы, если бы активнее использовали, не вы, мы все, даже ту же самую общественную организацию, нашу ассоциацию автодорожной отрасли, наверное, мы бы к единому мнению пришли. Наверное, если бы мы чаще обращались к ним, и принятые там решения, они были бы обязательны к исполнению, то, наверное, мы могли бы сдвинуть это все с места. Но когда каждый встает одним голосом, пытается что-то изменить, то вы понимаете, что эффективность будет намного... Вот наш подход вот этом. Даже если мы едины, вы должны взять и пойти. Что касается, вот, допустим, который говорит, эскалация, вы сами разбираетесь, какое законодательство внести, что делать. Вы же до конца не чисто вот такие проблемы озвучиваете, остается кабинет. Но это надо признать. Вы конкретно, вот, допустим, где, вот, допустим, положение заказчика, поставление заявки на изменение, как это делать, у нас есть. Это утверждается обычным приказом нашего министра. Мы можем там туда включить, проработать с вами, каждый вопрос детально отработать. Что касается внесения на рассмотрение республиканского бюджетной комиссии, это тоже обычный приказ, который Министерство экономики делает, который можно внести изменения. Но вы же сами не предлагаете, что надо переделать, что надо как отрабатывать, в каких случаях выносить на РБК, в каких случаях КВГ требуется. В этом плане же вы же сами не раскрываете, даже какой приказ, какой пункт, вы же даже не знаете про это. Хорошо, коллеги, давайте вот словами, насчет эскалации. Касательно новых технологий, которые говорите, барьерное ограждение, или там, другие, которые вы говорите. Это на нашем уровне КДС, в принципе, можно проработать же. Я, допустим, этот вопрос первый раз озвучил, первый раз слышу, допустим. Вы просто в кабинете кому-то сказали, вот такой, вы же письменно должны обратиться, отрабатывать эти вопросы. Действительно, если мы, потому что не производственники, мы офисные работники, которые не видим некоторые проблемные вопросы. Жамбыл Бахтиярович, вы же сейчас в регионе же находитесь, поэтому, может, вы не все вот эти вот свод не знаете тех вопросов, которые мы сейчас с центральным аппаратом. Может, месяц. Ну вот, может быть, из-за этого просто... Да, пишем, вот по колесоотбойному брусу я вот говорю уже не раз, и не два, и не три, и в устной форме, и в письменном. Мы уже сами отправили запрос в НАЦЕКС для разработки норматива, да, там вот в Российской Федерации как за аналог взять, чтобы у нас здесь применить. Сами обратились в административную полицию, что она отвечает всем требованиям безопасности. Мы сами это все делаем, но приходится вот этим заниматься, чтобы прийти, потом вам сказать, вот, уважаемый заказчик, вот он норматив, вот оно согласование, там, административной полиции. Ну, приходится вот так вот работать. И говорю, и по условиям ФИДИК, согласно гражданского законодательства, допускается внесение изменений в каких случаях, без изменений что-нибудь. Тогда вы предлагаете, не должно быть ухудшенное положение экономическое, все вопросы, если технические показатели его выше, можно же посмотреть, но вы же должны доказать это. Потому что завтра вот могут же прийти. Жамбыл Бахтиярович, вот я хотел бы одну ремарку внести, да? Вот из слов Дархана Самархановича и вообще в целом по результатам этой дискуссии, в отдельных вопросах. Наверное, создастся у слушателя такое мнение, что вот именно Казавтожол ничего не хочет, развивать никак не хочет, никаких новшеств применять не хочет. Но вы все должны понимать, что мы все ограничены действующим законодательством. И мы все подвержены очень частым, очень многим проверкам. Вы сами знаете, на сегодняшний день Генеральная прокуратура зашла, вернее, транспортная прокуратура, с определенной периодичностью нас проверяет и ГВА, и там счетный комитет. То есть очень-очень много проверок. В год порой бывает, раз в квартал, если одна проверка не заходит, то это как-то непривычно уже для нас. Поэтому и каждый раз мы вынуждены, отбивать свои позиции, объяснять, доказывать, почему те или иные решения были приняты. И в этой ситуации вы хотите, чтобы мы брали на себя ответственность, принимали решения, которые идут вразрез с действующим законодательством, и тогда вы последствия сами примерно представляете. Поэтому я говорю, без выработки комплексных мер все эти инициативы, они так и останутся на уровне инициатив.
Для того, чтобы они были внедрены, для того, чтобы они реально заработали, нам нужно постоянный диалог с вами. Этот диалог не должен происходить узко в кабинете одного специалиста или одного подразделения. Это должно быть вот прям на общественный какой-то совет выноситься. И там приниматься эти решения. И пути их решения. Есть проблемы, и надо найти пути их решения. И только таким коллективным трудом мы можем с вами к чему-то прийти. Если нет, мы так и останемся, каждый со своими проблемами. И я все-таки по этому вопросу хотел сказать, если во время реализации проекта замена криволинейного бруса, да, трассовое ограждение, это практически невозможно, потому что прошла экспертизу. И если сравнивать криволинейный брус и трассовое ограждение, все равно по качеству оказания именно воздействия на транспортное средство, остановки его, намного лучше криволинейный брус, потому что у него есть даже гасители специально во время аварии или удара транспортного средства. Это уже детализация. Это детализация, но взять на себя и оставить в пределах сметной стоимости именно криволинейный брус, убрать и поставить трассовое ограждение, это Нет, практически невозможно. Вот я вам говорю, вопрос невозможно. Они должны показать действительно технические показатели выше, чем барьерное ограждение. Конечно. И если покажут, заказчик. Из-за этого мы, вот я сам когда лично был, я инициировал порядок внесения изменений, заявок на изменения. Мы хотели утвердить со всеми, вот комитету внесли, полностью отработали и всем дорожникам отправили. Вот мы подготовили по порядку. В каких случаях допускать, вот что проверяющие нам не приходили, вот допустим, почему-то их заменили. Потому что он по экономическим, по техническим характеристикам он сильнее, из-за этого по гражданскому кодексу он заменяет. Мы в этом плане подготовили, всем отправили. Ни одно предложение нет, да, вот с подрядных организаций, других. Вот ассоциации тоже пишут, у меня предложений нет. У меня предложений нет. Когда мы официально отправляем, работа идет очень слабо, я вам говорю. Это надо признать, потому что я знаю, потому что по заявкам на изменения у нас было несколько проверок, почему вы вносите изменения. Для этого мы сделали специальную форму, потому что если его утвердим каким-то приказом, даже решением нашего управления, конкретно будет обоснование, в каких случаях вносятся изменения. Или в наших договорах четко давайте напишем. Вы же должны давать юридическая сила, юридический блок можете дать нам предложение. Мы готовы рассмотреть по всем статьям, даже если мы даже Казавтожоли, и мы когда работали в министерстве, вот, там, допустим, внесли изменения в бюджетный кодекс, мы какой пункт предложили, другие госорганы приняли основной. Мы можем просто не доказываем, может есть такие вопросы есть. И все вопросы, которые вы озвучиваете, это все находятся на компетенции нашего министерства. В принципе, можно Да. Ну, согласен, они находятся в компетенции вашего министерства. Самое главное, пути решения. Вот, допустим, что надо менять, мы должны сами определить, я считаю. Действительно, отрасль мы должны понять, на сегодняшний день президент критикует это обоснованно, потому что самая первая проблема у нас нормативная правовая база несовершенствована и не соответствует нашим сегодняшним требованиям. Здесь нужно учитывать, что именно подрядчик, он заинтересован в сдаче самый первый объект. Это он заинтересован сдать его качественно и быстро, чтобы потом меньше нести гарантийное обслуживание. Меньше. Но наши законодательные барьеры, они ни к чему не приводят. Ни к чему не приводят. И вот здесь я думаю, что именно как национальной компании, национальному оператору, вам надо еще больше. Вот теперь еще хочу сказать, вот да, если я ошибался, вот, если помните, в 2019 году прокуратура нас интенсивно проверяла, помните? Когда по Карагандинской области было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело по каким вопросам? Он взял бетон, ШПЦС взял, проверил гранд-состав, который 3 года назад или 4 года назад на эксплуатации. Говорит, гранд-состав здесь мельчические части больше, из-за этого, говорит, на Норкизете вышло возбуждено хищение сколько-то миллиардов тенге. Вышло. Мы тогда перед ассоциацией инициировали, давайте разработаем конкретный норматив, который нам дает возможность определять эти все. Ассоциация, я сам лично звонил, давайте мы проект чуть подготовили, мы хотели помочь. Я говорю, подрядным организациям вы тоже подключайте свои навыки и искусство, полностью отработать и там, помогите в этом плане. С вашей стороны ассоциация сказала все. Мы несколько раз даже письма отправляли. Также этот кабинет остался. Сейчас обратно приходит проверка, а обратно будет теперь будем доказывать. Нигде документально этого нет. Только в одном рекомендации есть, который 18. Из-за этого мы вместе должны работать и наши нормативные усовершенствовать, потому что проверка, когда приходит, мы не можем доказать, потому что у нас
какой-то вопрос задают, все условно отвечают. Вот так, ну у нас так. Да, просто здесь вот Жамбыл Бахтиярович, ну, не переходя, конечно, там вот в сам дебат, наверное, здесь это вот, как Боке говорит, ну, один, да, ну, наверное, вот видите, вот когда без ответа, да, я понимаю, да, когда вообще никаких инициатив нет, ну, вы хотя бы тогда поддерживаете те инициативы, которые там точечные, я не знаю, да. Которые на сегодняшний день актуальны. Да, которые на Допустим, давайте конкретно инициатива, давайте предложим. Вами официально какая позиция представлена? Ваша, если не ошибаюсь, по BI-группу только в денежной части там предлагает там какие-то вопросы переделать. А что там, вот какие вопросы? Хорошо, давайте я вот сейчас, прямо на сегодняшний день инициативу, которую мы предлагали, 4 варианта по тому же газопроводу. Но И мы и к вам когда обращались напрямую, вы Я сказали, вам что говорю, нам газопровод. дадите нам ответ. Нет, это я именно говорю, вариант только газопровод на... это не ответ, газопровод Не, это локально. Это ваш вопрос, мы конкретно Да, у нас мы локально. давали. Да. Это ваши прерогативы, лучше давайте не будем озвучивать. Да. Не, ну, я имею в виду, что мы не реально, это надо предложили. усовершенствовать нормативную правовую базу. Я имею в виду. Нет, ну для совершенства, если говорить в целом и на перспективу, да, вот с вашими коллегами там разработали несколько пунктов по комплексному меру по поднятию вообще в целом, например, автодорожной отрасли, да, там один из пунктов, вот, ну, всем он понравился участникам отрасли, это вот, например, длинный контракт. Да, когда, Но это вы в рамках разрабатываемого комплексного плана по повышению качества да, автодорожной вот, отрасли. там же очень много правильных вещей вот туда были включены. Если вот из этих вот там, если я не ошибаюсь, там 38 предложений, да, и они всю отрасль охватывают, да, вот если из них хотя бы там половина внедрится, вот уже было бы, наверное, неплохо. Жамбыл Бахтиярович, просто там очень много правильных решений, да. Вот, ну, вот там Азиатский банк развития там презентовал финскую модель по длинным контрактам, когда подрядчик строит и сам потом еще 15 лет эксплуатирует. Плюс межремонтный определенный срок, там 5-летний, 10-летний. Ага. И все, и подрядчик знает, что у него там на 15 лет контракт. Вот, например, Андрей Михайлович на вашей дорожке, там, Кустанай Карабута. Все, если Казахдорстрой знает то, что он еще 15 лет здесь будет обслуживать, ну, наверное, уже там подход, наверное, другой был бы, да, и по капитализации, и там по производственным, наверное, каким-то мощностям. Ну, наверное, так. Мы, наверное, бы какие-то людские ресурсы, уже местные кадры, наверное, бы готовили, да, вот, если бы вот так вот было бы. Ну, если говорить комплексно. Тот же самый правила ФИГДИКа, опять к ним возвращаемся, да, это вот корректировка стоимости. Мы там перед комитетом по делам строительства всегда поднимаем вопросы и перед Казнесой. Давай уйдем от принципа нормативной там, инфляции, да, через индекс МРП. Давай считаем, вот сегодняшний день, все, у заказчика завтра денег нету, все, пусть он будет в ценах 2021 года. В 2022 году деньги появились, он через фактическую инфляцию пересчитал, если у него прогнозная инфляция, например, там, на 24 на 25 год, и сразу сам посчитал, бюджет внес, утвердился и объявляет там конкурс. А не так вот как у нас проект 2016 года, да, Отару Зунараш. 2016 года проектно-сметная документация. Уже 6 лет мы до сих пор ее строим. Ну вот как вот по таким вот расценкам работать? Там уже половина проектных решений, да, там ограждение от животных кусками даже заложено. Говорим, давай или на всем протяжении сделаем, или вообще ее уберем. Ну, не будет работать вот это вот ограждение вот от животных. Ну, вот такие вот вещи. Зашли туда, когда увидели в конструктиве дорожной одежды жесткую тип основания. Пишем письмо. В комитет пишем письмо. В уполномоченный госорган. Говорим, будут повторяться трещины на верхних слоях покрытия. Нет, делайте по проекту. Вот уже трещины пошли, к сожалению. Сейчас эксплуатация начнется, их еще больше будет.
Ну, Это связано опять же с тем, что заказчик, служба заказчика, уполномоченный государственный орган пытается всячески себя оградить от претензий со стороны проверяющих органов. Эти претензии, да. вы сами знаете, Да, далеко да. не без последствий. К сожалению. Да, да. Поэтому Это тут эта ситуация есть. Да, да. Тут как получается, и действия, и бездействие вредят. Ну, тут вот так вот получается. В целом для успешной реализации проекта. Да, там наши надзорные органы только коррумпированную составляющую видят, а не видят правильную его эксплуатацию, обслуживание, да, то, что это в целом будет позитивно влиять на перспективу там 5-летней, например, перспективы. Здесь вот, к сожалению, вот так. Ну вот в этом комплексе мер, там очень много таких вот правильных вещей, и по карьерам мы очень много предложений дали, да? Да. Потому что проблема, конкурс выиграл, пока карьеру оформишь, полгода пройдет. И вот не знаешь, или приступать, или не приступать. С одной стороны сезон проходит, и у вас там нужно, дорогу перед вами обязательно выполнить. С другой стороны экологи стоят. Это вот Ушарал Достов. Вот приступили к проекту, потому что нужно было срочно приступать. Один госорган говорит, приступайте, другой госорган, отвечайте, вот вам штраф 400 миллионов тенге. Вот как вот в таких условиях тоже работает? Это вот, наверное, здесь в совокупе очень много вопросов, которые, в рамках, наверное, несовершенства там нормативно-правовых актов и законодательства, может, в целом, да, потому что не гармонизировано вот это все между, не только, наверное, между там несколькими министерств, даже в одном министерстве внутри, к сожалению, разные комитеты, разные госорганы и разные там подходы. Вот, если вот, уважаемые модераторы, вот если возьмете этот комплексный план, я думаю, там очень много вещей, которые, если половина хотя бы реализуется, на какой-то новый уровень можно в целом отрасль поднять, и качественно, соответственно, повысить. Комплексный план посмотрел, да, вот, допустим, там, заложение проект 10-15 тонн машин, допустим, да, самосвал. Ага. Это как будем контролировать? Контролировать, вот один элементарный я пример приведу. Вот праворульные машины, помните? Вот сколько, когда их отменили, если я не ошибаюсь, где-то 14, да, по-моему, или 13 году. 10-й, 8-й или... Может быть, я уже даже не помню. Вот ВОЗ запретили постановку на регистрацию, на учет. И с каждым годом их меньше и меньше. Я вот тогда вот центральному аппарату сказал, запретите ВОЗ вообще. И все, пусть этот не регистрируется. Либо другой метод. Ну, Поставили скоростомеры, все перестали нарушать скоростной режим. Также, то есть, если мы к цифровизации перейдем, оцифруем полностью все источники материалов и пути их перевозки, я думаю, вопрос сам по себе снимется. Может быть. Вот здесь же как Буке. Здесь, с одной стороны, вот опять в рамках того, что каждый живет по своим правилам. Например, проектировщик закладывает 15-тонный самосвал, согласно осевой нагрузке, да, там есть транспортная схема, которая утверждена там заказчиком. Нужно там перевести 3,5 миллиона тонн различных материалов. Заходит на экспертизу, эксперт там сидит и говорит, примени расценку на 25-тонник. Официальное замечание, я поднимал это заключение, разбирался, потом мы там судились еще по этому поводу. Приходилось доказывать. Нам когда говорят, вы не имеете права 25-тонник. То есть как получается? С одной стороны, один говорит, работай 15-тонными самосвалами, но я буду тебе платить как за 25-тонник. Разница там в себестоимости почти 30%. Вот здесь Жамбыл Бахтиярович тоже вот такие вот моменты нужно учитывать. В общем, я по этому вопросу тоже думал, да, в комплексном плане. В первую очередь 10-15 тонн по многим проектам у нас пропускали госэкспертизы, в отдельных случаях можно не пропускать. Не, там же, знаете, Жамбыл Бахтиярович, там когда миллионы тонн, там цифра большая получается, и вот на вот такие вот общие. Можно мне сказать? Сейчас, подождите. В принципе, по ним есть, в принципе, госэкспертиза, есть понимание с ним. Но самый проблемный вопрос – механизм контроля, потому что подрядчики, вот вчера тоже сами... Вот у меня сейчас, Андрей вопрос. Михайлович, я скажу. Вот 25 тонн, 40 тонн, действительно, мы сами изучали, Шантинон, его рабочий вес 15 тонн. Рабочий вес
Если его поставить там 25-40 тонн, даже уже нормативный там больше, чем 13 тонн уже выходит. Это понятно. Да. Вот из-за этого вот я предложил вот как раз ассоциация автодорожников все выходить с предложением, потому что мы должны ввести изменения законодательства. В каком случае? Вот, допустим, карьер, собственный хозяин выпускает материал, он должен товары накладные все передать. В этом же конкретно не превышающий должен запустить. Если больше превышает, мы жесткие меры применять, штрафные санкции, ДГД, это все вопросы законодательной проработки. Потому что если наши подрядные организации к этому готовы, мы должны уже выходить. Ну, здесь пример с праворукими, я потому думаю, что мы самый дорогу строим, Да, сами да. строим, Да, и да, попадаем в критику. Потому что Тут уже не грех, что греха таить, мы же сами даже используем и нанимаем там большие грузные там машины, ну, потому что других на рынке нету, ну, нету на рынке. А почему нету? Потому что спроса на них нет. Да. Нет, не потребность может и нет, спроса нету, спрос. Вот когда будет, например, там тот же самый, ну, я не знаю, может штрафные санкции, да, еще выше, или там вот в одном там из предложений это функции там надзора по осевым нагрузкам передать вот Казавтожолу, может тогда как-то у вас, Я когда считаю, все в что руках. это не будет работать. Ну, я пока не знаю, но вот на сегодняшний день я вижу это так, чтобы вообще запретить ВОЗ, да, разрешить ее только там горнорудным компаниям, которые занимаются там горнорудкой, ну, чтобы кроме них никто не имел права регистрацию. Ну, может такой подход, да, разработать. Я вообще в целом предлагаю, вот же товары накладные же выходят, вы же запускаете от кого-то карьеры, он вам грузит 25 тонн. Вы должны сами, это самосвал максимально 10 тонн. Нет, здесь... Вот сразу потом налоговый будет проверять, он превышает, автоматически выявляется уже Здесь превышение вот нагрузки. Баке очень хорошую идею подал по поводу цифровизации. Сейчас есть такие Вот системы, как раз это которые, цифровизируют, можно это сказать. которые замеряют не только его скоростной режим, где он остановился, но и его грузоподъемность. Прям сколько он тонн весит сам, сколько он загрузился. Тип транспортного Да, средства. он все это цифровизирует, это просто нужно внедрять. Это нужно просто внедрять, и тогда, как вот с праворукими, они исчезли, и будет меньше вот этого вот. Да. Я И хотел вопрос бы сказать, закрылся. вот сейчас говорим, что госэкспертиза не пропускает 15, поднимает. У меня наоборот. Да, я же говорю, Вот что- сейчас транспортная инспекция, транспортная прокуратура зашла к нам. И у нас в проекте сметной документации предусмотрено вывоз груза 15 тоннами. Они говорят, вот посмотрите, вы 15 тоннами заложено, а вывозите, выехали на объекты, просмотрели и вывозите китайцами 30, 20 тонн. И берут прям пропорционально, снимают, вот у вас 11 миллионов чистой прибыли имеет подрядная организация. Я им говорю, подождите, у нас есть гражданский кодекс, 622 статья, что если это на качество не влияет, то это, а качество в данном случае, если ты перевозишь грунт, не влияет. Вы только просто ускоряете работы. Это же выгодно в первую очередь нам, как заказчику, чтобы быстрее мы дорогу построим. Нет, вы должны были уменьшить. И они уже с другой стороны начинают. Я написал им, что нельзя так прямо пропорционально менять расценку, ну, что ты перевез. Здесь по-другому. Надо переходить, если 20-тонник везет, стоимость машины, она дороже. ГСМ больше, запчасти дороже, тоже уходят. Надо переходить, если на машина час, я перекрутил и им показывал, его объяснение сейчас написал, что удорожание идет в 2 раза, если перевозишь большей машиной. В чем-то ты выигрываешь, но на ГСМ, на затратах, на технике ты проигрываешь. Так что, нет, я о чем хотел сказать. Что вот в данном случае говорят, что не пропускает, нет, пропускает. Ну просто тогда уже к заказчику, говорят, вот у тебя больше экскаватор, заложено полкубовый, а ты копаешь кубовым. И это именно вот сейчас, вот в данный момент вот это происходит. Вот здесь, Андрей Михайлович, наверное, больше в поддержку ваших слов скажу. Здесь какая разница надзорному органу, чем мы перевозим? Да мы хоть там на спине это возим. Ну вот есть у нас цена там 500 тенге за метр куб.
на транспортировку. Ну, хочу я Об самолетом. этом говорит Гражданский кодекс, и нам нечего добавить. Ну, Это здесь же до абсурда доходит, к сожалению, у наших надзорников. Да, гражданский кодекс, подрядчик как будет получать. Плохо в том, что мы сами строим и сами разрушаем. У нас такого не должно быть. Мы построили, мы должны вот из-за этого, если не допустим на наших дорогах 35-тонники, которые шансиманы, если не допустим, мы должны в первую очередь, я хотел иметь в виду, что механизм контроля, как мы его будем контролировать. А так завтра мы заложим проект 10 тонники, 15 тонник, подрядчик потом скажет, 40 тонник, 50 тонник поставить, скажет. Я не буду, я за спиной буду таскать, это мои проблемы. Вот, гражданский кодекс и деньги будут просить. Я говорю о степи, именно по степи, перевозка материала по степи. Коллеги, я хочу сказать, что мне очень приятно, что мы изначально от формата взаимного обвинения перешли к формату взаимопонимания. И я думаю, ну, уже, наверное, надо переходить к следующему вопросу. Давай теперь второй вопрос у нас. Социальный, экономический аспект. А мы еще не закончили, да? Да, последний. Это уже первый вопрос. У нас в последнее время по инициативе Казавтожола был создан 1403 по нашей линии. На сегодняшний день наша линия полностью контролирует автоэксплуатацию, строительство и условия рабочих. На сегодняшний день по 14.00 в день ежедневно по 3-4 заявок приходит, что подрядные организации во время не платят заработную плату. Вот такие, я не имею в виду деньги, но другие компании, которые финансируют и банками, и Финбанком, республиканским проектом. Вот вы вот своими, когда вот хорошо, что вот ГАИ-группа вот в этом плане проблем меньше, вы как это контролируете, вот, допустим, их, что зарплату вовремя не платить, потому что они люди, у них кредиты, если они должны жить в этом плане. В условиях труда очень сложно. Ну, давайте я здесь тогда так добавлю. У нас тоже есть кредиторка, да, и перед нашими партнерами, поставщиками материалов. Ну, здесь, если начинать сначала, ну, как и у нас, так и, наверное, у всех дорожников, это отрицательные денежные потоки, это свободно, free cash flow. Вот это, наверное, самое главное, да. Когда приходится, заказчик думает, вот 30% оплатил, тому подрядчика там денег свободных, много. Это хорошо, когда на старте. На старте ты заходишь на проект, обязательств никаких нету. Но когда ты заходишь в межсезонье, между одним сезоном и другим сезоном, то это материал заготавливать нужно. Дробить нужно. Ну, у тебя выполнения нету, то есть доходная часть не идет, а только идет расходная часть. Здесь, получается, ты деньги затрачиваешь. Здесь банковские обязательства в части лизингов и каких-то других кредитов. Вот это большая статья расходов. Если говорить по авансу, ну, как я ранее говорил, банковскую гарантию, чтобы получить 50%, 51% банк у себя замораживает на своих средствах, и ты пользуешься только 49% самого аванса, то есть 15%. Поэтому приходится постоянно дефицит определенно испытываешь. Если говорить про нас и как мы оплачиваем, как мы стараемся как минимум контролировать, это вот в части того, то, что если есть, например, кредиторка. Я имею в виду субподрядника. Да, я понял. Ага. Я имею в виду, если вот, смотрите, есть кредиторская задолженность, к примеру, там 100 миллионов тенге, ну, мы понимаем, что миллионов, наверное, 20-30 это его накладные расходы. Накладные расходы это что у нас? Заработная плата, это питание, это проживание. Вот самое главное, вот эти вот вещи, да. Мы с партнерами, со своими, как договариваемся, давайте так, мы как дорожники, прибыль на конец года, прибыль в конце года ты свои там деньги получишь, и, ну, чтобы они на кармане почувствовали. Давай, вот тебе нужно, ГСМ мы сами обеспечиваем, 100% случай, потому что ни один подрядчик не может себя ГСМ обеспечить, потому что это основная статья расходов, да. Материалами мы сами обеспечиваем. Запасные части, как капиталоемкие запасные части, шины, масла, фильтра, все расходники, зубья, коронки. У нас есть централизованный закуп. Мы оттуда закупаем через нашу компанию. Они нам поставляют, потом кредиторку вот так вот взаимозачетом перевыставляем. Ну и, соответственно, ну, есть у нас большая HR-служба,
который тоже замеряет пульс именно на объектах, в том числе и у наших партнеров-подрядчиков. Ну, вот это те механизмы, которые мы применяем. Вот, Если Рустамбек еще сейчас что-то еще дополнит. хотел, Ага. вот, допустим, на сегодняшний день, вот, Эксимбанку, да, допустим, подрядчики приходят, там, 40% скидки идут подрядчики, там, 45% приходят скидки, и потом они не могут построить объект, там, в конце. Вот, допустим, когда вы нанимаете субподрядную организацию, какие вот по расценкам, вот, как вы смотрите их Ну, квалификацию? давайте я, наверное, здесь прокомментирую. Значит, во-первых, мы стараемся точно так же разыграть тендер на любые работы, чтобы была конкуренция. Потом у нас есть свой шорт-лист, который мы хотим с субподрядчиками работать. У нас есть и такие, у нас есть и лонг-лист, которые с нами постоянно работают уже люди, которые с нами не один, не два проекта прошли, и не 1 и 2 года уже. Дальше мы рассматриваем несколько критериев, то есть компания, которая профессиональная, которая более устойчива. Есть такие компании, которые мы даже не просим банковскую гарантию, даем им аванс. Но самое продуктивное, что мы внедрили потом, если у нашего подрядчика бывают какие-то... Здесь нужно понимать, что любой договор – это юридическое основание. И мы не можем к подрядчику лезть, куда он потратил свои деньги. Но у нас есть обоюдные какие-то договоренности, которые необходимо оплачивать в первую очередь. То есть это налоги, это заработная плата и все остальное, питание, проживание, как сказал уже Дархан Самарханович до этого. То есть если у нас заходит прям совсем не компания, которую мы не знаем, то, соответственно, мы им не даем такой объем работ, который они могут не выгребсти, им нужно там финансирование более там, 50 миллионов тенге. Есть у нас, которые новые компании, совершенно новых, которых мы не знаем, но которые действительно выиграл у нас тендер, или который хочет взять у нас объем, мы даем им сначала небольшой объем, когда они уже проявляют себя в большей степени, в лучшей степени, тогда мы увеличим. То есть мы не можем сразу кредиторку с ними сделать там, на более чем 50 или 60 миллионов тенге. Это наше опасение, это уже через что мы прошли. В последующем, если у наших субподрядных организаций какие-то возникают проблемы, то да, помощь, соответственно, с нашей стороны, со всех сторон идет, но именно на заработную плату, на какие-то налоги мы выдаем в первую очередь деньги. В первую очередь. Как уже сказал Дархан, прибыль она должна быть чуть-чуть оттянута до конца сезона, когда мы уже войдем в полный и общий, наверное, этот итог всех объемов работы. Вот, да, тоже я хотел сказать, почему мы этот вопрос озвучиваем. Наш адрес, допустим, казахстанская субподрядная организация направляет жестко, много жалоб. Вот одним из вопросов был, вот, допустим, где работает иностранная компания, допустим, Тагини или там Импреза, другие компании, когда они нам приходят, у них есть место разбирательства написано, арбитраж, там, Стокгольм, там написано, между казахстанской мелкой компанией, иностранной компанией, и они долг в жизни не возьмут эти свои. Есть свои правила, мы тоже думаю, настало ваше тоже посмотреть договора, и надо рассмотреть, вы хотели, чтобы в наших договорах предусмотреть типовые договора для субподрядных организаций, потому что мы должны защитить. Из-за этого я вообще попросил ваши договора тоже, нам тоже изучить. И, допустим, наши казахстанские компании, крупные, мелкие, да, субподряд, защищали свои интересы. Особенности по зарплате. Мы всегда рады помочь, всегда что все нужно мы предоставим, только если это будет действительно во благо. Тогда с нашей стороны есть вопросы? Ну, здесь я бы хотел, может быть, и действительно, потому что обращаешься к многим подрядным организациям, они говорят, это секрет, это наша финансово-хозяйственная деятельность. Я бы хотел бы попросить вот сейчас, стоя за этой трибуной, чтобы нам подрядная организация давали договора с субподрядной организацией, с расценками, чтобы мы все равно просматривали и видели, насколько ли и возможно ли построить за данную сумму данный вид работы. Ну, Андрей Михайлович, здесь уже навряд ли там 100% генеральные подрядчики вам такую информацию предоставят. Даже, ну, мы сейчас как раз об этом и говорим. Нет, вы давали эту Жамбыл информацию. Бахтиярович говорит о типовом договоре, а вы же говорите я говорю уже о контракте подряда же внутри. Да. Да. Насколько нам, и с расценками, наша и служба задолженностью. безопасности даже позволит такую Андрей Михайлович, информацию. не только наши, и другие компании вам не дадут. Давайте быстро Не дадут проведем. вам. И последние слайды, и все. Давайте. Да. Ну, коллеги, значит, второй вопрос вообще звучал как социально-экономические аспекты автодорожной отрасли. Ну и в этой
части я хотел бы несколько такой небольшой спич произнести. Как отметил глава нашего государства, мы продолжаем реализовывать новые инфраструктурные проекты, направленные на повышение уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. Вообще сегодня в целом протяженность наших автомобильных дорог составляет 96 тысяч километров, из которых 25 тысяч километров это дороги республиканского значения и 71 тысяча это дороги областного, районного значения. Да? И здесь считаю необходимым в очередной раз значит, разъяснить слушателям, в целом жителям страны, что дороги городов, населенных пунктов, дороги областного значения, местного значения, там, районного значения, они не входят в компетенцию Казавтожола, и Казавтожол, значит, является национальным оператором только лишь на дорогах республиканского значения. Связано это с тем, что очень большая критика идет в целом на различных интернет-ресурсах в адрес дорожных работ, дорожных служб, в целом работников автодорожной отрасли. Но многие из них связаны именно с ситуацией в населенных пунктах, на местной сети, так скажем, где это есть зона ответственности акиматов, местных исполнительных органов. Да? Вместе с тем, у нас на сегодняшний день до 2020 года на дорогах республиканского значения была проведена реконструкция 13 тысяч километров, и до 2025 года стоит задача реконструировать еще 12 тысяч километров. В разгар строительного сезона вот у нас в прошлом году порядка 35 тысяч человек было задействовано, да? Порядка 15 тысяч единиц техники. Это все относится к социально-экономическому аспекту автодорожной отрасли. В целом реализация данных проектов, значит, она создает значительный социально-экономический эффект в регионах, где осуществляются наши проекты. Подрядные организации привлекают, как правило, местный персонал, рабочие специальности, да? Согласны? Да. Различные специальности. Также у нас сейчас есть норма привлечения лиц с ограниченными возможностями. Обязательно вы все под это подписываетесь и эту норму тоже исполняете. Так? Что тоже значительно облегчит вообще жизнь людей с ограниченными возможностями, потому что им в неравных условиях очень тяжело найти, трудоустроиться и так далее. Также, значит, для иностранных компаний у нас ограничения существуют на привлечение иностранных специалистов. То есть практически все специалисты, работающие в автодорожной отрасли, они являются гражданами Республики Казахстан. Соответственно, кормят свои семьи, платят налоги в бюджет со своих заработных плат. Ну и следующий эффект. Да? В регионах у нас задействовано значительно большое количество предпринимателей. Так? Это те, кто, значит, обеспечивает компанию продуктами питания, пошив одежды, там, различные услуги предоставления жилья, услуги по аренде техники и тому подобное. Что тоже, опять же, в эту копилку социально-экономического эффекта от развития инфраструктурных наших объектов. Так. Также подрядными организациями, это вы сами прекрасно знаете, осуществляется немалая помощь местным исполнительным органам, акиматам на местах, как хотя бы в поддержании, в содержании местной инфраструктуры. Это тоже, наверное, никто отрицать не будет. Также, значит, наши подрядные организации, они в обязательном порядке входят в местные штабы по ЧС. И в случае возникновения чрезвычайных ситуаций зачастую первым бегут, обращаются акиматы. Я пойму, когда это вблизи там, областных центров там, и так далее, крупных каких-то населенных пунктов, там ситуация одна, можно очень близко привлечь другие подрядные компании. Но когда вы стоите где-то в степи и на ближайшие 100 километров вы единственная такая большая мощь, имеющая технику, соответственно, материалы и так далее, вы первыми, к кому обращается акимат. То есть это тоже является одним из положительных аспектов. Сегодня в рамках развития придорожного сервиса обществом разработан ряд механизмов для привлечения местного бизнес-сообщества и отдельных граждан также в развитии этого направления. Да? В частности, содействие в приведении объектов сервиса в соответствии национальному стандарту. То есть существующие объекты сервиса мы так или иначе содействуем им в том, чтобы они
соответствовали и, соответственно, уже там имели высший статус для пользователей, приоритетность для клиентов. Передача в управление новых объектов сервиса, построенных в рамках проектов. Есть такая практика у нас, мы передаем предпринимателям, бизнес-среде. Берите, пользуйтесь, да, согласно требований КГИПа, оплачивайте там какую-то сумму аренды, но в остальном пользуйтесь и развивайте свой бизнес дальше. Также у нас идет практика сейчас безвозмездной передачи земель вокруг площадок отдыха на, так скажем, на пользование, да, этими землями, на ответ хранения, мы это так называем, для развития своего бизнеса. То есть, ну вот, если говорить в целом о социально-экономических аспектах дорожной отрасли, то в целом для страны, для общества оно несет довольно-таки хорошую, правильную, такую колоссальную тоже нагрузку. Содействие больше так. В целом у нас 1854 объекта придорожного сервиса расположены вдоль дорог республиканского значения. Из них порядка там 58% только на сегодняшний день соответствует. И здесь, пользуясь данной площадкой, я хотел бы пригласить всех желающих предпринимателей участвовать в развитии подобного, то есть придорожного сервиса вдоль автодорог республиканской сети. На сегодня обществом предлагаются различные механизмы вовлечения бизнеса в развитие придорожного сервиса. Это и инвестирование в развитие сети объектов для крупных инвесторов, привлечение индивидуальных предпринимателей, создание коммерческих кооперативов, ну и так далее и тому подобное. Ну, для этого, опять же, пользуясь этой площадкой, я хотел бы, значит, обратиться к гражданам. Как, значит, к нам обратиться, если вы проявляете такое желание, такую инициативу? Вам необходимо всего лишь оставить заявку на нашем сайте, ну, либо позвонить по телефонам, имеющимся, опять же, на сайте Казавтожола, и так или иначе любым доступным вам способом выразить свою заинтересованность в участии в развитии придорожного сервиса. Ну, а наши уже специалисты в дальнейшем вас проконсультируют и вымерят, какие шаги вам нужно делать дальше, и какой оптимальный вид из механизма вам подойдет. Я немножечко только добавлю, практически все сказано. Единственное, что также нами практикуется составление меморандумов с малым бизнесом, который находится в полосе отвода, оказывают услуги водителям транспортных средств, движущих по дороге, так, чтобы они, например, условия такие, они делают теплый туалет, чтобы было комфортно водительскому составу, а мы заезд на их бизнес в асфальте, полосе отвода, это мы все делаем. Безвозмездно, единственное, чтобы это было как комфортно водительскому составу, так и комфортно людям и бизнесу. Супер, супер. Здесь вот хотел бы тоже такие небольшие слова сказать. Вот мы когда в том или ином населенном пункте находимся, вот, ну, много примеров, если честно, вот как один из примеров, там на начальном этапе реализации проекта, строительства, ну, обычно у нас проекты 3 года же идут, заключили контракт с одной там слесарным цехом, цех, небольшой цех. Ну и, как оказалось, мы стали его основным заказчиком там, по тем или иным видам работ, именно все, что касается слесаря. Через 3 года, когда я туда к нему приехал, это уже не цех, это уже чуть ли там не фабрика была. Ну, до такой степени раскрутился, если честно, приятно было. А вот в поддержку нашим оппонентам, ну, на данной площадке хотелось бы сказать, да, действительно, с местным малым бизнесом мы работаем. Практически все услуги по предоставлению питания за ними, все услуги по предоставлению продуктов, клининга. Там у нас постоянно мы снимаем жилье, постоянно мы закупаем там бензин у каких-то мелких там автозаправочных станциях. То есть вот эта вот работа у нас всегда ведется. И еще такой немного такой позитив. Это в Ютубе или в Фейсбуке, в соцсетях российская там какая-то группа есть, и дальнобойщики общаются между собой.
И один из водителей дальнобойщиков ну, приводил в пример вот именно наши казахстанские дороги вот, в части как их качества, так и в части обслуживания, ну и создания благоприятных условий для тех же самых водителей. Да? Это вот Козлоевские остановки, ну, эти туалеты, площадки отдыха, как вот они у нас обустроены. Вот, если честно, самому приятно, я вот даже на одном из наших уже сданных проектов находился и заходил вот в уборную. Ну, действительно, все работает, все нормально, чисто, ну, как говорится, хорошо пахнет, ну и там приятно вообще в целом по таким дорогам ездить. Ну, я думаю, это всегда же как, всегда все слышат критику, но никто не слышит там какую-то позитивную обратную связь. Поэтому вот немного позитива. Еще я... Коротко, давайте коротко. Все, здесь... А можно еще Нет, к этому Андрей Михайлович, сейчас действительно все сядет. Аппаратура сейчас вся есть сядет. момент, и опять, ну, а то критику я выхожу, говорю, но в данном случае хочу, если положительные моменты, например, у нас в рамках реализации Карабутак-Кустанай реализовывается проект 30 километров АБК «Автодор НС». И там обратился имам, акимат и жители сделать подъезд к Мазарам. Данное было составлено ну, решение, и они вот сейчас, это тоже оказание помощи именно, и чтобы было в асфальте именно к Мазарам. Потому что не только надо к сервису, где питается, но и вот таким святым местам. Кроме того, в рамках данного проекта также было составлено с акиматом района, а также мы и уже бизнес средний, который делал щепзавод, чтобы не было разрушения дорог, они обратились оставить объездную дорогу вдоль нашей существующей дороги. И мы ее оставили. Уважаемые участники, думаю, теперь после интересных выступлений сторон мы можем резюмировать итоги сегодняшней встречи, наметить основные пути к устранению имеющих проблем по взаимодействию, повышению качества выполняемых работ и совершенствованию нормативной правовой базы и разграничению ответственности сторон. Рассмотренные вопросы влияют на всех и сказываются на эффективности работы и результатах нашего труда. В целом, такой формат обсуждения проблемных вопросов мы планируем практиковать и дальше в целях живого и результативного общения, более детально открытой проработки проблемных вопросов и обеспечения их регулирования. Жақын арада егер мердігер мен инженерлер кәсіби тәжірибесін көпшілікпен бөлісуге болса, біздер жол құрылысының негізгі кезеңдеріне арналған бағдарламаны түсіруге әрқашан да дайынбыз. Жаңа Дархан Самарханович сказал, вы сказали, что на сегодняшний день есть кадровые проблемы. Действительно, я считаю, что вот в регионах, я сейчас в Туркестанской области нахожусь, ребята не знают, что там есть специалисты по карьеристам, потому что там трудовой силы действительно рабочих хватает. Мы должны какие-то видеоролики снимать в этом плане. Я призываю и дорожников, ассоциации, чтобы в этом тоже активно участвовать. Вот один день дорожника, сколько карьерист зарплату получает, как у них социально-бытовые условия, чтобы в этом работе ребят направлять в этом направлении. И что касается и инженера, и других специалистов. Жалпы маған бүгінгі айтылған мәселелердің бәрі ұнады. Ол айтылғанның бәрі осы кабинетте қалмайды. Ойлаймын, оның бәрін біз өзгеріс енгізуге бір бірлесіп жұмыс жасауға әрқашан да дайынбыз. Барлықтарыңызға осы бүгінгі жиынға келгендеріңізге өз алғысымды білдіремін. Және Қазавтожол мекемесінің алғысын білдіремін. Бұл мәселе осы орында тоқтамайды да ары қарай жалғасып жататын болады. Назарларыңызға рахмет.